Здравствуйте, дорогие друзья! Школа мордовских языков приветствует вас. Я Андрей и моя помощница, жизнерадостная лисичка Ривиськи. Продолжаем вас знакомить с удивительным словарным богатством эрзянского языка. Ребята, здравствуйте! Сегодняшний урок мне хотелось бы начать со строк из стихотворения Артура Моро «Сырнень-жой. Золотой гул». Послушайте, как красиво и мелодично звучат эрзянские слова. «Весе виресь, пешксе жойсе, вильганць моли сырнень буря, ну, мол, порни начки пойсенць, урнесь лембе ундос гурясь, коваванат весе ожо, мерят сырнесь виресь навась, коштось свежа, пару ежу, рунгом эзга тусь салава». В этом стихотворении говорится о красоте осеннего леса, который наполнен различными звуками. Это многоголосие автор называет «золотой бурей». Ребята, а в какое время года природа окрашивается в желтые, оранжевые и золотые цвета? Правильно, ребята, конечно, осенью. И сегодня мы с вами познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой «сёксись» – осень. Осень – то самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осенние дуновения ветра и легкая прохлада окутывает землю еще с конца августа. Друзья, а вы знаете, как будет по-эрзянски звучать «наступила осень»? Сась сёксись. Верно, молодцы. Ребята, вы наверняка знаете название осенних месяцев. А вот на эрзянском языке, я думаю, вряд ли. Лисичка, поможешь ребятам? Конечно. Таштамков – сентябрь, Ожоков – октябрь, Сундерьков – ноябрь. Молодцы, ребята. С первым сентябрьским днем все становится по-настоящему таинственным. Это время года, словно художник, раскрашивает природу в яркие цвета. Ребята, назовем слова, с помощью которых мы можем описать это чудесное время года. Сёксня – осенью, сёксень – осенний, лопа – лист, ожо – желтый, сырнень – золотой, якстере – красный, маней – ясный. Все правильно. Друзья, есть у осени и другая, менее красочная сторона, когда начинается сезон дождей. Многие считают это временем грусти и размышлений. Назовем же слова, которые описывают ненастную осеннюю погоду. Пизиме – дождь, пизимев – дождливый, варма – ветер, вармав – ветреный, пель – коволкс – туча, пелев – облачный, чопода – темный. Запомнили? Хорошо! Ребята, как прекрасен осенью лес. Природа окрашивает его в яркие цвета. Вспомним, как по-эрзянски будет лес. Вирь! Верно. А теперь назовем вместе с вами слова, с помощью которых можно описать осенний лес. Чувто – дерево, лисьмапря – родник, лопа – лист, певеремс – осыпаться, тарад – ветка, чинал – луч солнца, панго – гриб, кочкамс – собирать. Молодцы, ребята! К сожалению, наш урок подошел к концу, и нам придется с вами попрощаться. Сегодня мы с вами узнали много нового. Эрзянские названия осенних месяцев, слова, характеризующие окружающую природу осенью. Итак, друзья, наш урок на этом завершен. Нам с вами было хорошо. Надеюсь, и вам с нами было не скучно. До свидания, ребята! Вас то мазано! Не мазанок вечки векс ялгат.